Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Ура! Продолжается август месяц, самый скучный месяц в нашем городе. Самый прекрасный летний месяц. Он не жаркий, он солнечный. Согласен, Михаил? Да, Вера. На самом деле, кроме шуток, август прекрасный месяц в первую очередь, потому что белые ночи постепенно сходят на нет, и можно увидеть потрясающее звездное небо. Очень круто заниматься спортом в августе. Вообще круто. Не жарко, ветерочек, прохладненько, свежо. Пробежки, на велосипеде прогулки. Август мне нравится тем, что темно. Я люблю темноту, я люблю... Заметно. Гулять по темному городу, по ночному городу, чтоб не было. По ночному городу люблю я гулять. Ночью, когда... Романтика. Да, когда фонари начинают фонари гореть. зажгли уже? Да, зажгли фонари, кстати. Класс. Когда вот этот вот воздух ночной какой-то такой вкусный пахнет. Я вот просто возле шаурмечной живу просто. Да, особенно вкусно. А первый сюжет у нас посвящен музыке. И не обычной музыке, а конкретно музыке техно. Я знаю то, что она где-то появилась в середине 80-х годов. Это какая-то такая музыка, которая очень много раз повторяется. То есть один и тот же ритм очень много повторяется. Музыканту, артисту доступен практически неограниченный арсенал звуков. И тут огромное поле для экспериментов. Можно экспериментировать с ритмом, со звучанием. Одна из отличительных особенностей героев нашего сюжета в том, что вот они в своем первом EP, Extended Play, то есть в маленьком альбоме, совместили мотивы этно, фолка якутского с музыкой электрон. Эта музыка, она наиболее интересна, на мой взгляд, потому что в нашей национальной музыке очень интересные мотивы, согласитесь. Хамус. Синтез фольклора, этнических каких-то музыкальных мотивов и электронной музыки наиболее интересен вот вообще в последнее время во всех жанрах музыки. То есть мы все знаем, что близкое нам рок-металл, там очень часто появляются вкрапления каких-то фолк-инструментов, фолк-метал очень популярный жанр. А вот в электронной музыке я не часто встречался с таким явлением, и, конечно, было очень интересно ознакомиться и послушать людей, которые вот занимаются музыкой именно в этом направлении. Наша музыка, мы пока что называем ее электронный нуар. То есть это такие образы, черно-белые, дождь, что-то такое немного грустное, печальное. Идея была такова, что смешать фольклорную нашу музыку, хумус, таюк там, и так далее, смешать с электроникой. Мейнстрим, он весь перекопан, одни и те же мотивы, эти попсовые нотки, девочка красиво поет. Это все прикольно, но мы, конечно, все равно ищем что-то свое, пытаемся выработать свое уникальное звучание. Наша музыка, ее тоже можно отнести к инди немножко, потому что мы работаем, скажем, в таких жанрах, которые не так уж популярны. Музыка не сильно такая кочевая, да, а более интеллектуальная, но при этом, чтобы, конечно, головой тоже так хотелось двигать. Вообще на территории России электронная музыка практически не востребована в любом виде. Востребована, естественно, то, что играет на радио, там, покупать, не покупают, абсолютно.
как такового рынка вообще нет. Да, на Западе, конечно, в Европе, Америке, опять-таки, Азии, эти рынки, они развиты. И есть определенные слушатели, опять-таки, платежеспособные слушатели, которые платят деньги за творчество. То есть уважают творчество музыканта и считают, что они должны заплатить, то есть за это творчество. Чтобы такие вещи делать, нужно много свободного времени. Я музыку пишу, когда у меня дочка спит, скажем. Бывает, в неделю 1 или 2 раза мы собираемся. Вот там уже можно, в принципе, нормально посидеть, поработать в течение часов 5-6. Для независимых музыкантов, которые распространяют свою музыку без поддержки каких-то крупных лейблов, без поддержки каких-то продюсеров, приходится самим все искать. Сейчас вот выпустили 2 своих релиза, они же бесплатные. Как бы мы просто этими релизами хотели донести тем, что мы можем. У нас большое желание, конечно, работать, как бы посвятить себя вообще конкретно, да, этому делу. Но как жизнь покажет, там, как судьба распорядится, это уже будет видно дальше. Отличная музыка от проекта «Уран», а мы продолжаем. И наш следующий сюжет посвящен видеоиграм, а именно новинкам лета 2015 года. Я все детство играл в компьютерные игры, и до сих пор, не скрываю, Ты что играю. переиграл сразу. Да, видно. не то, что... Да, я переиграл, но что оно мне дало? Во-первых, да, я играл на английском языке, и мне это на самом деле очень много дало. Я как бы начал уже как-то чуть-чуть общаться на английском и так далее, и так далее, и так далее. Запоминал фразы там, да, какие-то. Научился какому-то правильному произношению английского языка. Вот я так сказал, да. Так у тебя мама учитель английского языка? Не, мама учитель французского языка. Да, извините меня, но на французском языке тогда игр не было. Продукция компании Virgin. Я перепутала, это у меня мама учитель английского языка. Часто путаете, мам. Если бы люди качались в жизни так, как они качаются в РПГ, то, наверное, у нас кругом было бы очень много там миллионеров и мастеров своего дела. И вообще, да, компьютерные игры на данный момент, не побоюсь этого слова, начали обгонять киноиндустрию очень сильно. Потому что есть такие игры с таким сюжетом, которого ты не видел ни в каком фильме вообще. И, думаю, показатель, то, что начали делать фильмы по играм. Тот же «Хитман», тот же «Обитель зла». В детстве я играл просто, просто, чтобы занять себя, это было как-то весело. Я сейчас играю игры только из-за сюжета. И я вот сижу и хочу узнать, что будет дальше, что с этим персонажем случилось. Ты сидишь и реально начинаешь переживать за своего персонажа. Раньше были Dendy, Sega, PlayStation. Сейчас у меня Xbox. У тебя Xbox? Да. Я играю в Mortal Kombat, там у меня есть игры Ниндзя, еще у меня есть Sonic, такие игры всякие смешные. Человек, который проводит больше всех времени в студии «Пропеллер» за играми, Вера Дронова. А Миша опять подавился мошкой. Да мошки, они преследуют меня с того выпуска еще. Уйдите! Сегодня мы в гостях у Артура. Здрасте. И мы будем говорить о новинках этого лета. Сегодня у нас на повестке дня есть вот такая вот клевая штука. Называется «Ведьмак 3. Дикая охота». РПГ от третьего лица. Качаете персонажей. Большой открытый мир. Ребята из компании CD Projekt Red нас очень сильно порадовали, создали действительно шедевр игрового времени, там, часов на 200, плюс самое приятное дополнение — это 16 бесплатных DLC и 2 больших платных, которые в игру еще добавят более 30 часов геймплея дополнительно. Любителям там сказочных миров, покачать персонажей, порубить монстров рекомендую. В 1995 году перевели первую книгу. «Ведьмак» — это «Меч предназначения» и «Последнее желание». Я дико угорел по творчеству пана Сапковского, и когда вышла первая часть, если честно, она меня немножко разочаровала, потому что боевка там была такая У нее, да, своеобразная. Немножко грустная. Зато сюжетом она, по крайней мере, взяла. И вторая часть порадовала все-таки больше. В третьей части боевка осталась такая же, как и во второй, практически безизменной, но со своими нововведениями. То есть, там, наконец-таки
периодически у Геральта появляется стрелковое оружие, которое иногда действительно бывает очень полезно. И прокачка этого оружия, то есть если раньше там нашел меч, либо скрафтил меч, он был один, то есть сейчас этот меч можно найти дополнительные рецепты, улучшить его, также там, найти броню какую-то, легкую, среднюю, тяжелую. Я еще за школу помню полное имя императора Эмгыр Варем Рейс Дейтвен Адан Инкарн Аэп Морвуд. Белое пламя, пляшущее на курганах врагов. А мы продолжаем. Следующее у нас Бэтмен. Это уже для любителей современного мира, хай-тек гаджетов, ну и, соответственно, знаменитых супергероев. Игрушка получилась атмосферная, в том плане, что они попытались возродить тот Готэм, который нам был известен по комиксам, по фильмам, по мультфильмам. Познакомился со всеми злодеями Бэтмена. Это Пингвин, это Харви Дент. Также там будет приспешница Джокера, это Харли Квинн. Которая появится в скором блокбастере Suicide Squad. Есть все те же персонажи, как Ридлер, допустим. То есть нам также дают попробовать порешать его загадки. Введение техники, то есть это уже Бэтмобиль, который может трансформироваться в танк. Ну вот насколько это органично вписано в бэтменский мир? Ну, я на самом деле больше фанат старого Бэтмена, то есть где у него был обычный Бэтмобиль. Даже ввиду этого игра получилась очень интересной, и управление Бэтмобилем довольно неплохое. В принципе, остался таким же классическим Бэтменом. Ну, единственное, что его маленько видоизменили, то есть у него броня теперь напичкана электроникой и так далее. А все остальное осталось неизменным. По идее, игра подходит всем. Ну, единственное, но она имеет возрастное ограничение 18 лет. Это значит, что там будет гораздо веселее, чем в игре с ограничением в 13+. Напоминаем, что ограничение нашей программы 12+. Чувака встретила одного, да? Он говорит, я раньше у вас работал в пропеллере. Меня зовут Андрей. Это кто? Такой небольшого роста. Андрей? Вера Дронова зазналась. Вот завтра я буду проходить улицу. Вера, я же Миша, мы с тобой работаем. Мы же с тобой вчера обязательно. Что, кто ты? Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Давайте еще раз. Опять заново, что ли? Опять петь? Нет. Ну все. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача заканчивается. Смотрите нас ровно через неделю. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.